сколько машин провалились сюда, ужас. С этой ямой, которая осталась после ремонта, предприниматель Джафар Ахмедов борется около года. Куда только не писал, чтобы канаву зарыли. В итоге нанял бригаду и сделал за свой счет. Но яму снова раскопали. Несколько недель назад здесь провалилась легковушка. Тут снег стоял, она не чувствовала и провалился туда, мы ее еле вытащили. Огородили яму только после приезда нашей съемочной группы. Во время записи интервью сотрудник ГИБДД позвонил подрядчику и потребовал принять меры. 50 метров влево и новая яма. Это улица Фучика. Автоинспекторы замеряют все параметры. Нарушения фиксируют. На устранение дают от 1 дня до 20 суток в зависимости от категории дороги. В отношении балансодержателя дороги выдается предписание. В случае его неисполнения мы принимаем меры административного воздействия. Такие рейды по выявлению ям и трещин на дорогах сотрудники ГИБДД проводят каждый день. С начала года выявили уже больше 1000 нарушений. И большая их часть касается городских и сельских дорог. Особенно во дворах, на квартале, по работе езжу. Там вообще как лунная поверхность. Честное слово, куда деньги уходят наши. Ехал по улице Подложной, держался правее и попал в яму. Заднее колесо правое разбил. Где-то дорожное покрытие, как стиральная доска, где-то нет разметки и знаков. На улице Осиновская, в Кировском районе, где сотрудники ГИБДД не так давно составляли протокол, отсутствовал тротуар. В ЖК «Триумф» на улице Зуру-Урам были сложности с проездом скорой и пожарной техники. Необеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог, оно влечет за собой привлечение к административной ответственности. Штрафы на сегодняшний день, они достаточно большие, крупные. Статья 1234 за нарушение правил содержания уличной дорожной сети на должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч, а на юридических лиц до 300 тысяч доходит. Наказывают рублем и подрядные организации, и муниципалитеты, за которыми закреплены участки. В марте месяце сотрудникам ГИБДД было вынесено 21 предписание. На сегодня 19 предписаний устранено. Ямочный ремонт в первую очередь проводится на дорогах, где общественный транспорт и наибольшее интенсивность дорожного движения. В 2019 году предписаний по знакам, по светофорным объектам было на исполнительный комитет выдано 350 штук. В 2020 году уже 400 предписаний. На сегодняшний день 65 предписаний с начала года на сумму 10 миллионов рублей. С наступлением тепла нарушения устраняют и другие организации, которым ГИБДД направила предписание. Главтатдортранс, Волгодорстрой, Татнефтедор, ДЭП-103. Получили где-то общие 5 предписаний. В зимнее время зимнее скольжение, очистка проезжей части, очистка дорожных знаков. И на весенний период у нас основной ямочный ремонт и занижение обочин. Работы ведутся постоянно. Зачастую залатать яму или установить дорожный знак получается только через суд. К этому прибегают уже тогда, когда подрядчик не реагирует на предписание. В марте текущего года Бавлинская городская прокуратура предъявила иск к федеральному казенному учреждению Волговятскууправавтодор в связи с тем, что в одном из населенных пунктов на участке автомобильной дороги с оживленным движением автомобильным отсутствовал тротуар. Общий недоремонт больше 50%. Это в целом по республике. Конечно же, можно отдельно выделить Закамскую зону. Это вот в районе Альметьевской стороны, туда. Там большая протяженность дорог, и она требует в том числе этого ремонта. Но почти по всем районам этот показатель все-таки он более-менее приближенный и одинаковый. Ямочный ремонт в Татарстане завершится в мае. На сегодня контракты практически заключены. В целом на ремонт дорог республика потратит 34 миллиарда рублей. Это с учетом денег по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности в порядок приведут более 200 километров. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.